эфире телеканалов НВК «Саха», Якутия-24 и «Мамонт», а также радиостанции ТТИМ совместное агитационное мероприятие по выборам депутатов Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Сегодня в нашей студии мы обсудим тему создания комфортной и качественной инфраструктуры для развития республики, благоустройства городов и сел. Так, гости в студии: Аян Арсеньевич Емельянов, КПРФ, Михаил Артемович Ермолаев, ЛДПР, и Федот Семенович Тумусов, «Справедливая Россия». Здравствуйте. Ну что ж, приступим к ответам на вопросы. Первый вопрос звучит следующим образом. Расселение аварийного жилья. Когда будет решена проблема? Пожалуйста, первым отвечает Аян Емельянов, КПРФ. Здравствуйте, уважаемые земляки. Расселение аварийного жилья – вопрос очень острый, и давно уже необходимо было заниматься этим вопросом, так как я имею образование инженерное первое. Я действительно знаю срок пригодности домов. Это у нас составляет 20-30 лет деревянный фонд жилой и порядка 50 лет кирпичный и крупнопанельный дом. Соответственно, в этом вопросе давно было заниматься, надо было заниматься, и на сегодня наша партия будет ускорять процессы по принятию состояния аварийного жилья и, соответственно, переселения. Также и касаемо стройки новых домов. Спасибо. Спасибо. Михаил Ермолаев, ЛДПР, пожалуйста. Расселение аварийного жилья. Когда будет решена проблема? Добрый вечер, дорогие телезрители. Создание комфортной и качественной инфраструктуры для развития республики и благоустройства городов и сел, и поднятый вопрос о расселении и сноса. Конечно, вопрос расселения и сноса это решается на федеральном уровне, поэтому мы, как вот депутаты ЛТУМН, они должны рассматривать и другие вопросы. В первую очередь стоит это у нас, чтобы проживание комфортное, должен быть вопрос решаться по мусороперерабатывающему заводу. Надо дать его в частные руки и помочь в финансировании. Потому что мусор во всех странах цивилизованных перерабатывает. А то мы как африканцы какие-то, как страусы, голову засунут в землю и все. А почему у нас так происходит? Потому что добывающие компании, они ничем не заинтересованы. Спасибо. У вас все, да? Федот Тумусов, «Справедливая Россия». Расселение аварийного жилья. Когда будет решена проблема? Күнде сахам жана үтөкеһиннен кандык багарар кии, кандык багарар ыл, эйдемнактык, байылаттык олорун туар, бастадан туран биллен турар, жүгөй туруктак олорот делак булакта. Эргербит боллагына саңардылыкта, эветтер каттан же тутуллукта. Бу вопростарынан «Справедливая Россия» партия утумнактык жарыктанар, уна жарыктанар буланнах. Дорогие якутяне, вопросами законодательного обеспечения ремонта, восстановления аварийного жилья «Справедливая Россия» занимается профессионально. Соответствующий комитет, который обеспечивает законодательное обеспечение этого процесса, руководит наш представитель Галина Петровна Хованская. Но сейчас наступают совершенно другие времена, закон будет меняться, и мы этим законом будем упорно защищать интересы республики, интересы всех. Спасибо большое, Федот Семенович, время истекло. Следующий вопрос. Как должны определяться объекты благоустройства? Аян Емельянов, КПРФ, пожалуйста. Так, объекты благоустройства, да, что это значит? Это значит обеспечение теплом, светом, коммунальными услугами. Что касается сельского населения, то есть им, в принципе, на сегодня предлагается один вариант. Это провести газопровод и подключиться к газопроводу. Но это на сегодня всем известно, тарифы на газ, на использование как котельное топливо непомерно высоки. Наша партия КПРФ, считает, что цены на ЖКХ, тем более жизнеобеспечивающие направления, это газ, свет, вода, должны быть намного ниже. Мы будем добиваться решения вопроса и уменьшения затрат
населения на обеспечение себя необходимым благоустройством. Также определение благоустройства означает то, что это транспортная доступность. На сегодня никому не секрет, что действительно у нас достижения Советского Союза, они, ну, скажем так, намного уменьшились. Соответственно, многие регионы, то есть районы, да, нашей республики испытывают очень большую потребность в круглогодичном дорожном просвете. В данном случае необходимо обратить внимание, что финансирование данной сферы, данной промышленности, скажем даже, оно должно стоять все-таки в первую очередь. Так как у нас республика очень большая, и транспортные расходы, они существенные. Спасибо. Спасибо. Михаил Ермолаев, ЛДПР. Как должны определяться объекты благоустройства? Пожалуйста. Взять любого хозяина, что он в первую очередь делает на своем участке. Правильно. Он сперва строит туалет, а потом уже другие строения. А у нас наоборот, и даже не наоборот, а вообще не строят очистных сооружений. Почему так себя ведут? Потому что они знают, что отсюда уедут, поэтому им наплевать, что будет после его хозяйничания. Об очистных сооружениях разговор ведут давно. За это время много миллиардов утекло из республики. Надо, чтобы в каждом городе, поселке, селе были очистные сооружения. Основной урон природе наносят чистящие моющие средства. Все эти стиральные машины, автоматы загружаются ядом для всего живого, а потом выливается в природу. В высшей школе музыки там есть очистные сооружения, которые поставили канадцы. Но оно не пошло, поэтому пригласили человека, сам он якутянин, живет в Белгороде. Он разработал очистные сооружения, компактные, очень дешевые. И он все внутренности выбросил, установил свое. И вот он живет в Белгороде, а его установки очистные устанавливаются по всей Европе. Швеция, Норвегия. В смысле, нам надо такие устанавливать, потому что после его очистки все эти сточные воды, они очищаются и выливаются в природу. Вот как канадская деревня в природу выливается. Вот у нас был такой агроном Мусич, он называл человеческие экскременты ночным золотом. В смысле, это тоже надо использовать, потому что у нас очень повышенные нормы нитратов в наших рынках. Это вот арбуз, дыня, лук, они все сверх нормы. Люди травятся, они об этом не знают. Поэтому ЛДПР выступает в защиту прав потребителей, потому что это есть комфортное проживание. И почему мы призываем голосовать за партию ЛДПР, потому что там говорят правду, и там нет подхалимов и нет лицемеров. Спасибо. Федот Тумусов, «Справедливая Россия». Как должны определяться объекты благоустройства? Пожалуйста. Бүгінгі көпсетейбіт бұл кеге оларар әйгетін тұғынан. Білден тұрар бұл кеге оларар әйгетеген үте тұрықта оларар де, суыл, иіс, кеге өңінің оларар тәрілтелер, онтан да тұттар. Ол ғына марын, бейге айылғабыт, діңнәқ бейге әйгебітін оңырар. Мен білі әбе қотын береге түрәбітім оны олапытым. Білген онына экологический еден бола тұрар. Мен қараныттан бұл өпіройда контролгыл бітім. Онына қанның бағарар кығылға аттақ суаллақ. Олаты бұл еден тоғы тағысты. Кем аның ұрды? Кем әппеттек тайден въпроска въпросы тетік тұрыр бітім. Оны әтелдер, бұл білеріс екі субъект остар. Хотыртағыта, министерство ата олар ибыта. Оны кем әппетте хоқтақ ден. Оны бол батақ. Бұл иреләқ, ботобия, білебе қотын сақабыт сірегер балылар. Оны бұл еден түрді бол бұд дамбалар, хокуны кәхен тұрын оңғылыптар. Хокуны өйдік оңғылы Хокун бұғытынан бұл ұлақан кәхилер тақсыбыттар. Олата қаяндағыны бұрыда қибыл ұлықтақ, индикет түгер, кәнеғаскет түгер, манлық дела тақватын түгер, әппетінес ден бар бұлықтақ. Иосиф Сталинден тұрар. Қаяндағыны әппетінес бар бұлықтақ, отчағын әрі бәрәдік бар болын ден. Онан бігіге қаяндағыны бұл қатшыннан әрі бол баққа әпті. Қатшыннан білден тұры төліқтері, ыстырат төлеман бүйдіқтері, бұл росағылай атшылар манна қаянды әппеттектақтыр. Қасыме оның хыл тоқары бұл оңғылдан хокуны кәхін кәбіттерін түмігер бұлақан еден тағысты. Маны мен өссе дағаны халғы тұры соғым, Справедливая Россия бұл кеге олары әйгеті тұрықтақ болырын тұғығар,
Onu kespityonlar, hukum büyütünün epettiler turosoput. Onunla bu hatırtağıta deputatske irdebil turodum min. Genelli prokuraturaga olap pete hatırı keliyadiyem min sanımın. Спасибо. Ну что ж, уважаемые гости, в завершении эфира по 1 минуте для того, чтобы обратиться к телезрителям, радиослушателям, избирателям. Пожалуйста, Аян Емельянов, КПРФ. Убастоваллах, Бильбайдулахтар. Уважаемые земляки, 9 сентября у нас состоятся выборы. Просим всех наших земляков, друзей, знакомых проголосовать правильно, сделать правильный выбор. Наша партия социалистическая, соответственно, у нас даже название Коммунистическая партия Российской Федерации. То есть мы поддерживаем социально направленные действия со стороны правительства и будем добиваться этого. 9 сентября также будут избираться другие уровни власти. Наш Виктор Николаевич Губарев, кандидат главы Республики Саха-Якутия. Спасибо большое. Спасибо. Михаил Ермолаев, ЛДПР. Пожалуйста, ваше обращение к телезрителям, радиослушателям, к избирателям. Вопрос о комфортном проживании в наших условиях – это очень актуален. У нас зима очень самая длительная в мире, самые большие морозы в мире. Мы на первом месте по ним. Но вот по условиям проживания мы занимаем последнее место. В 100 километрах от Якутска есть такое село Алтанцы, Амдинского района, где я родился. До сих пор печки там топят дровами. И как 1100 лет назад. А мы трубим на весь мир, что мы цивилизованная страна. Поэтому надо Якутию газифицировать, везде проводить, не выборочно. И поэтому это главная задача, стратегическая задача, это добиться этого, чтобы люди жили в комфортных условиях. И ЛДПР это будет добиваться, потому что ЛДПР самая старейшая партия. И почему самая старейшая? Потому что в ней говорят правду. Правду в глаза говорят. Спасибо. Федот Тумусов, «Справедливая Россия». Ваше обращение к телезрителям, радиослушателям, избирателям, пожалуйста. Күнде сақам жона. Бүтін Россияға дағыны, бияқа сақабы сирегер дағыны, хүддәқ ұстық кәмнер үйнелер әлдер. Ескүр қағалары бейі бары самоғыл ұстап бұтына, бары бейге тұрынан үлел әдақ бүтіне көйек бұт яғындың. Бейге әдер әрчімнәқ илдар қаны талық бұт. Олғынан баран балағының 9 күнер бейетсе ил түмен талап. Ил түменге «Справедливая Россияны» қаяндыкілдері қанада, Илдар ханга «Справедливая Россия» сердак парламент бар болотта. Оны бейге хитияқтақ бет. Дорогие якутяне, 9 сентября обязательно приходите на выборы. Мы изберем с вами молодого перспективного главу республики, но ему нужен справедливый парламент, то есть «Справедливая Россия». Вот «Справедливая Россия» номер 6, снизу 1. Голосуйте за «Справедливую Россию». Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, мы завершаем наши совместные агитационные мероприятия на телеканалах НВК Саха, Якутия-24, Мамонт, а также на радио Тетим. Я еще раз напомню, что сегодня в этой студии мы обсуждали создание комфортной и качественной инфраструктуры для развития республики, благоустройства городов и сел. Ну и гости в нашей студии были Аян Емельянов, КПРФ, Михаил Ермолаев, ЛДПР и Федот Тумусов, «Справедливая Россия». Всем спасибо, удачи вам. – 9 сентября 2018 года – единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 80 субъектах Российской Федерации. Узнайте, какие выборы состоятся в вашем регионе по телефону 8 800 222 11 83. Выборы за вами.